Нижнекамск нефтехим – это не просто крупнейший в Татарстане нефтехимический комплекс. Это одно из самых мощных и больших предприятий отрасли в России и Восточной Европе. Это градообразующий комбинат для Нижнекамска и один из наиболее ценных активов группы «Таиф». Поэтому внимание к Нижнекамск нефтехиму всегда повышенное. А смена высшего руководства в компании – важная новость как для Татарстана, так и всей нефтехимической отрасли. В четверг, 27 февраля, замена рулевого на Нижнекамск нефтехиме состоялась. Как это бывает даже на таких легендарных предприятиях, спокойно, по-деловому. Азату Бекмурзину сказали спасибо за успешную работу и вклад в развитие компании. Айрату Сафину приступайте. Решение такое акционеры приняли по предложению Азата Шавкатовича. В связи с переходом на другую, не менее ответственную работу. От нового директора мы ожидаем, чтобы все эти результаты, которые были достигнуты, были приумножены. Все те наработки, взаимодействия были сохранены, улучшены. Надо признать, Айрату Сафину точно легко не будет. Возглавить такое предприятие, как Нижнекамск нефтехим, это великий шанс и колоссальная ответственность одновременно. Сафин, как специалист-нефтехимик, профессионал, слов нет. Но в Нижнекамске ему придется решать десятки, сотни вопросов, не только связанных с производством. Нижнекамск нефтехим, как мы уже подчеркивали, для города предприятие номер один. Соответственно, новому директору нефтехима придется решать и социальные вопросы компании, и ее многотысячного коллектива, вопросы экологии и промышленной безопасности. Хочешь, не хочешь, Айрату Сафину придется погрузиться и в вопросы поддержки и развития спорта. Нефтехимик – это известный бренд и в хоккее, и в футболе. Тут даже не знаешь, стоит поздравить Айрата Фуатовича с новым назначением или посочувствовать. Наверное, все-таки поздравить. Ведь для молодого и амбициозного директора это уникальная возможность проявить себя, войти в историю. Для этого все данные у него есть. Айрат Сафин возвращается в родной город, хотя пока главные его профессиональные достижения связаны с Казанью и объединением «Казань-Оргсинтез». Нижнекамск – это для вас практически второй родной город, а может быть даже... Он является первым, потому что я здесь родился. Не только родился в Нижнекамске, но и успел сделать успешную карьеру на Нижнекамск нефтехиме. Причем начинал здесь Сафин с рядовых должностей. Слесаря, был начальник отделения, когда занимались модернизацией производства СКД. Далее был приглашен на вновь строящееся производство полистирола в второй очереди. И в 2005 году по приглашению руководства Казань-Оргсинтеза я уже уехал в Казань. Сафин работал на Нижнекамск нефтехимии, работал на производстве полистирола. После этого прошел большую школу на Казань-Оргсинтез. Это настоящий профессионал, который прекрасно разбирается в химии и технологии. Производительность полиэтилена примерно будет на несколько десятков тысяч тонн больше. Одно из главных достоинств Айрата Сафина как профессионала в том, что он глубоко, детально знает разные нефтехимические производства. В Нижнекамске зарекомендовал себя как отличный специалист в технологии по производству полистирола. Затем уже в Казани принимал участие в становлении ряда новых заводов на объединении «Казань-Оргсинтез». Был одним из ключевых людей в команде Фарида Минигулова, нынешнего руководителя «Оргсинтеза». Айрат Сафин переехал в столицу в 2005 году начальником цеха на строящийся завод поликарбонатов. Фактически при его деятельном участии завод был успешно построен и запущен в эксплуатацию. И, к слову, до сих пор является не просто единственным в России, но и одним из немногих в мире, построенных по самой безопасной бесфосгенной технологии. Свои управленческие и профессиональные навыки Айрат Сафин в полной мере показал в должности директора завода «Этилена». В частности, он курировал строительство новых печей пиролиза взамен устаревших, которые прослужили более 40 лет. Масштабная стройка была осуществлена в рекордно короткие сроки. От начала действия контракта до запуска объекта в эксплуатацию прошло чуть более 1,5 лет. Общее количество мы построили 6 печей, модернизация еще 4 печей. В связи с дефицитом поставок сырья с Оренбурга и Тана было принято решение об реализации проекта переработки пропана как альтернативное сырье. Сейчас было выполнено 2 этапа, в этом году 3-й этап. На сегодняшний день производственная мощность Казани-Оргсинтеза максимально загружена. В новой для себя роли Айрату Сафину нужно будет не только превзойти себя самого на Казань-Оргсинтезе, но и своего предшественника на Нижнекамск нефтехиме. Задача сложная, но выполнимая. И понимание, как двигаться к поставленной цели, есть и у самого директора, и у акционеров группы «Таиф». Продолжать позитивное развитие предприятия за счет реализации инвестиционных проектов, которые рассчитаны до 2030 года.
Целью является это улучшение экономических показателей предприятия и увеличение выплаты налогов в республиканский и федеральный бюджет. Это усиление в области экологии и промбезопасности и продолжение работы по социальной сфере. Внимание. Просил бы обеспечить совместно всему коллективу стабильную, устойчивую работу. Вопрос со стороны государства нам всегда только два. Когда будут новые проекты и когда вы увеличите налоговые отчисления? И на тот и на другой вопрос всегда есть положительный ответ. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней.